Новогодние песни переносят нас в детство. Они дарят нам праздничное настроение и создают атмосферу волшебства. Приготовьтесь к путешествию в мир музыки. Гора новостей на большом новогоднем концерте детской музыкальной школы номер 11. Музыкальная школа номер 11 погрузилась в новогоднюю сказку. Здесь все пропитано атмосферой праздника. Чтобы соответствовать тематике концерта, многие зрители пришли в новогодних костюмах. Ученики школы тоже хорошо подготовились. Ребята выступают группами и объединяют в своих номерах разные инструменты. Дуэт из флейт, квинтет из скрипок и ансамбль из ударных инструментов предстает перед зрителями на сцене. Расскажи о своем участии в концерте. Всего я играл 4 раза. Получается, оркестр, ансамбль, играл я соло и трио. Меня пришли слушать мои родители. Втроем в трио играть гораздо веселее. И мы долго готовились, около нескольких месяцев. Расскажи про свой музыкальный инструмент. Мой музыкальный инструмент называется виолончель. Тут всего есть 4 струны. Получается, они играют ля, ре, соль, до. Обычно виолончель играет в басовом или теноровом ключе. Каждый из ребят хочет запомниться зрителю и проявить свою индивидуальность. Кто-то показывает себя в коллективных номерах, кто-то в сольных. На концерте можно насладиться игрой на фортепиано, скрипке, виолончели и послушать хоровое пение. За всеми выступлениями стоит долгая и серьезная работа. Расскажи, в чем особенности выступления в хоре? Ну, в хоре нужно не фальшивить, нужно слушать остальных, слушать фортепиано. Где-то сопрано поет высоко, мы альты низко поем. И тут потом мы идем в унисон, и нужно всем одинаковые ноты взять, поэтому нужно слушать друг друга и уметь это все брать. Расскажи, как вы выбираете репертуар для выступлений? Ну, вообще, у нас это все выбирает учитель, и вот песня «Зимняя дорога», получается, она наложена на стихи великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, и это мой любимый русский писатель, и поэтому эта песня мне особенно понравилась. Нурия отлично выступила в составе старшего хора музыкальной школы. Ребята добились синхронности в пении и произвели на слушателей особое впечатление. Их многоголосие завораживает. Удивительно, как в одном выступлении сочетаются абсолютно разные голоса. Под чутким руководством хартмейстера ребята с легкостью берут любые ноты. Ребята, словно настоящие волшебники, создают чудо. Они переносят зрителей в сказку и вызывают самые искренние эмоции. Алина Тагирова, Рамазан Мусин. Специально для Горы новостей.